вопрос, а чего вы в Украину приехали? Потому что очень просто. Первое, я жил в Севастополе, я этого не скрываю несколько лет. Потом пришли русские, меня обвинили в том, что я бандеровец, в том, что я помогаю там правому сектору и так далее. Мне пришлось уехать, да. Потом, если мы элементарно возьмем историю, посмотрите, Афганистан, Чечня, Грузия, Абхазия, Нагорный Карабах, это только ближайшие лет 30-40 мы берем. Куда ни придут русские, везде боль, страдания. 460 тысяч они убили в Чеченской республике Ичкерия. Только 60 тысяч из них это были до 16 лет. Дети до 16 лет. И теперь русские пришли сюда, в Украину. Я воспитан так, что когда у моего соседа горит дом, я не буду стоять в стороне и смотреть, как он пылает. Я возьму ведро и пойду тушить. Так же я приехал сюда. Я не стал стоять в стороне, когда в Украине загорелся соседний дом. Когда русские пришли убивать, грабить и насиловать. И кто бы там что ни говорил, что их там сколько нету здесь, да? Я знаю статистику, что на 10 убитых 8 граждан Российской Федерации. И это буряты, тюрьма, ничего, не смею. Расскажите тогда, пожалуйста, в пытках местных жителей, в пытках товарищей, я не участвовал. И я сепаратистов. Нет. Пытать вообще, вы сами знаете, что пытать пленных это грех, это харам, это запрет. И ни я, ни мои люди, никто в этом не участвовал. И все, что они там придумали, да, написали, это расправа только за то, что мы тормознули контрабанду и показали всей Украине, что вот, такие суки наживаются на нашей крови. Мы умираем там. Люди остаются без ног, без рук, зато он в пиджачке сидит, примазанный, побритый. Что они могут, да, это когда меня привезли, все, что он мог, это когда я сидел в цепях, в наручниках, угрожать мне, да, что мы тебя откуравим, сдадим, обвиняют в России, тебя в Беларуси расстреляют. Дружок, я не боюсь смерти, посмотри сюда. Ну что ты глаза опустил, не угрожай. А такие, как ты, на свободе, когда видят меня, они опускают свои глаза и переходят на другую сторону дороги. Смельчаки. Чего-то я не видел тебя, когда наши пацаны там оставались без рук, без ног в зоне АТО. Хотя какая это зона АТО? Антитеррористическая операция длится вообще пару часов, но никак не года, не больше года.